Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2022 год будет направлен на реализацию социально-экономической политики государства, обеспечивающей устойчивое развитие национальной экономики, снижение воздействия негативных внешних и внутренних факторов, развитие реальных инфраструктурных сфер, повышение уровня жизни и социальной защиты населения. Общие доходы государственного бюджета на 2022 год прогнозируются на уровне 32,8 миллиарда сомони, что на 5,1 миллиарда сомони или на 18,6% больше бюджета на 2021 года. Правительство страны сохраняет приоритет финансирования социальной сферы, и в государственном бюджете на 2022 год на эти направления предусмотрено выделение 14,6 миллиардов сомони, что составляет 43,7% от общих расходов бюджета или 14% валового внутреннего продукта. Благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и технологическое производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время в стране наблюдается изобилие сельскохозяйственной и промышленной продукции. Одними из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта и продовольственной безопасности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. Согласно национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, к этому времени доля промышленности в структуре валового внутреннего продукта должна вырасти до 21%. В сфере обеспечения продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию предусмотрены продвижение аграрной и водной реформы, обеспечение экономической и физической доступности продовольствия на основе стабильного роста агропромышленного сектора. В период независимости площадь садов и виноградников Таджикистана достигла более 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше на около 2,5 раза. Благоприятные погодные условия страны позволяют увеличить площади садов и виноградников за счет саженцев высокоурожайных сортов с использованием новых инновационных технологий. В период независимости целью развития сельскохозяйственной сферы, в том числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоение новых земель, обеспечение сельскохозяйственной сферы необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к финансированию, были реализованы 22 государственных инвестиционных проекта на сумму более 5,4 миллиарда сомони. В настоящее время в стране осуществляются еще 7 других проектов на сумму около 2,5 миллиарда сомони. Целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить земледельцев на 1 год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. За период независимости Таджикистана было выделено 75 тысяч гектаров земли под личные подсобные хозяйства граждан. Все это, безусловно, является залогом изобилия в стране сельскохозяйственной продукции, что способствует обеспечению продовольственной безопасности и насыщению внутреннего рынка отечественной продукции, повышению экспортного потенциала и в целом росту благосостояния населения страны. Карим Хайдар, Рану Азизи, новости. В Душанбе с 26 по 29 октября проходит международная конференция «Декоративно-прикладное искусство» на пространстве СНГ. В ее работе принимают участие сотрудники музеев декоративно-прикладного искусства из 8 стран, в том числе России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении. Музеи возникли в те времена, когда у человечества и общества появилось желание оглянуться назад в историю, а также потребность к самосознанию и самопознанию. Музеи – это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. В мире существует множество музеев, которые предлагают своим посетителям ознакомиться с экспозицией и сформировать свое мнение о том или ином периоде истории, стране и ее жителях. Музеи вносят огромный вклад в просветительскую деятельность,
деятельность, а также способствуют активизации исследований и показывают их результаты. На международной конференции «Декоративно-прикладное искусство на пространстве СНГ», которая проходит в Душанбе, в комбинированном очном и онлайн-формате обсуждаются различные вопросы сотрудничества в направлении развития декоративно-прикладного искусства. Особое значение программа имеет для развития музеев пространства СНГ. Конференция будет способствовать распространению методик, экспертных знаний и практических решений, развитию выставочного обмена, активизирует исследовательскую и просветительскую деятельность. В ее работе принимают участие 28 сотрудников музеев декоративно-прикладного искусства из 8 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Конференция проводится ежегодно по очереди в государствах Содружества. В этом году наступила очередь Таджикистана. Таджикистан представил доклад «Преемственность и взаимовлияние культур Центральной Азии». Также представлены доклады на такие темы, как возрождение и сохранение декоративно-прикладного искусства Беларуси, «Золотой человек как символ седьмой цивилизации», декоративно-прикладное искусство как часть историко-культурного наследия стран СНГ. Международная конференция «Декоративно-прикладное искусство на пространстве СНГ» продлится до 29 октября. В районе Исмаили-Сомони Душанбе доставлен подарок президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, книга «Таджики». Тираж этой книги составляет 25 906 экземпляров. Все книги будут вручены семьям, проживающим в этом районе. В столичном районе Исмаили-Сомони распределяют подарок президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, книгу академика Бободжона Гафурова «Таджики». Сформирована рабочая группа, состоящая из председателя махалей и сотрудников исполнительных органов, члены которой передают этот подарок каждой семье района. Основная цель инициативы – изучение населением славного прошлого таджикского народа и повышение самосознания нынешнего и будущих поколений нации. Чтение книги «Таджики» академика Бободжона Гафурова считается важным для каждого таджика. Напомним, что согласно поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью углубленного изучения славной истории таджикского народа издан нетленный шедевр академика Бободжона Гафурова «Книга Таджики» и в честь празднования 30-летия государственной независимости страны от имени главы государства вручается в качестве подарка каждой семье. Ну и последнее о спорте. Отборочный турнир Кубка Азии 2022 года по футболу среди олимпийских сборных до 23 лет в группе «Б» проходит в городе Душанбе. В первом туре сборная Таджикистана одержала победу над футболистами Ливана со счетом 1-0. Автором победного гола стал защитник столичного «Стеклола» Вахдат Ханонов, отличившийся на 87-й минуты встречи. Во втором туре отборочного раунда в четверг, 28 октября, олимпийская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Непала. Встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 19:00 часов. Согласно календарю игр, 31 октября олимпийская сборная Таджикистана сыграет с футболистами Ирана. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами, приятных вам новостей и до встречи.